Доброе утро! Начинайте эту новую рабочую неделю вместе с «Утро Якутии». Просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Новый день с вами встречаем мы, Полина Долинская и Павел Танин. И вот о чем мы сегодня вам расскажем. Почему инсульт случается даже у 30-летних? Но самое главное, как предотвратить болезнь, или справиться с последствиями ее. Об этом поговорим с нашим гостем, врачом-неврологом Республиканской больницы номер 2 Артемом Науменко. Новый подвид редчайшей арктической бабочки обнаружили в Якутии. Что означает для всего научного мира эта находка и какие еще тайны хранит Арктика, узнаем в течение нашей программы. Сейчас в мае наблюдается массовый прилет птиц. Как проходит их миграция и что наблюдают орнитологи, поговорим об этом с нашим вторым гостем с национального парка Кыталык Салайховского района. «Я тружусь». Под таким названием в Алданском районе прошел конкурс среди самых маленьких воспитанников детских садов. Мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, и вы всегда можете быть с нами на прямой связи. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. На своих экранах вы видите QR-код, переходите по нему, подписывайтесь в наше сообщество, узнавайте последние актуальные новости, и, конечно же, рассказывайте о событиях ваших выходных и предлагайте интересные темы для сюжетов. Самое время узнать, какая же погода за окном. По данным на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила от 0 до плюс 1 градуса. В Заречной группе минус 3 плюс 1 градус. В южных 0 в Алдане, плюс 1 в Нерюнгри. В Вилюйской группе минус 5 плюс 1, в Нижнеленских минус 3 плюс 4, в западных от 4 до 6 мороза. В Колымо-Индигирской группе улусов в это утро холоднее всего в Чукурдахе, минус 12 градусов. Более теплее в Зырянке, 0 градусов. В Янских от 10 до 2 со знаком минус, на северо-западе 11-17 мороза. А в городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила плюс 1 градус. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают, что день будет без осадков. Ветер северо-восточный подует с порывами от 2 до 7 метров в секунду, а днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 10-12 градусов тепла. А вчера мы всей страной отмечали в той или иной степени, в том или ином виде, конечно, праздник весны и труда. А сегодня на календаре уже 2 мая, и я думаю, что нет-нет, и сегодня есть какое-нибудь событие, которое, как минимум, можно себе так для галочки пометить, что да, вот сегодня день того-то, того-то или какой-то праздник. И о таких днях, как правило, рассказывает наша рубрика «Даты и события», которую предлагаем прямо сейчас вместе с нами посмотреть. 2 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой или Международный астма-день. Впервые этот день прошел в 1998 году в 35 странах. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается. Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой. 2 мая отмечается Всемирный день тунца. Тунцы – группа морских рыб семейства скумбриевых. В природе насчитывается порядка 40 разновидностей тунца. Самый маленький представитель – скумбриевый тунец размером примерно 50 сантиметров, а самый крупный представитель может достигать в длину до 5 метров и весить более 600 килограмм. 2 мая испанцы чествуют свою столицу. Сегодня отмечается День Мадрида. Сегодня Мадрид не только столица, но и крупнейший город Испании, а также административный центр одноименной провинции и автономного сообщества. 2 мая отмечается память блаженной старицы Матроны Дмитриевны Никоновой, святой Русской Православной Церкви. Матрона Дмитриевна родилась в 1881 году в деревне Себино Тульской губернии. Девочка от рождения была незрячей. Согласно житию, Матрона уже 8 лет лечила больных и предсказывала будущее людям. Сегодня, 2 мая, именины празднуют Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван и Семен. Проект президента благотворительного фонда «Мы вместе» врача-невролога Артема Науменко из Якутии выиграл повторно президентский грант. Проект «Жизнь после инсульта. Помощь в адаптации. Версия 2.0» является продолжением и развитием предыдущего проекта «Жизнь после инсульта. Помощь в адаптации», вошедшего в топ-100 фонда президентских грантов. И подробно об этом мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Артем Науменко, президент благотворительного фонда «Мы вместе», врач-невролог Республиканской больницы номер 2.
Доброе утро. Здравствуйте. Ну, в 2019 году, если не ошибаюсь, выиграли грант именно для проекта «Мы вместе». И, получается, на эти средства при поддержке волонтеров реализуется проект «Жизнь после инсульта». Вот сейчас реализуете второй проект, который как бы логическое продолжение, как мы понимаем, является проекта первого. Подробнее о нем расскажите, что, для чего, зачем, почему. Да, в 2019 году, с 2019 года реализуется проект «Жизнь после инсульта. Помощь в адаптации». И в 2022 году мы написали проект как продолжение «Жизнь после инсульта. Помощь в адаптации. Версия 2.0», который заключается уже в помощи информационной. Это проведение школы инсульта в режиме онлайн и в режиме очной консультации на дому пациентов, где я их обучаю процессам реабилитации на дому, если пациент требует того. Обучаю их уходу за пациентами, то есть вот прямо здесь, в моменте, они рядом со мной находятся. Провожу им школу инсульта, рассказываю про факторы риска, потому как они все, как родственники, попадают в эту группу. Также рассказываю, как дома реализовать все моменты, чтобы было удобно не только пациенту после инсульта, но и им, близким людям, чтобы они не находились в состоянии какой-то палаты, чтобы это было комфортно, взаимокомфортно всем. Эти моменты большинство не знает, а я с этим сталкиваюсь уже больше 15 лет и знаю очень досконально. И рассказывая все это, как бы люди получают максимальной пользы при моих посещениях их на дому. Говорят, эта идея пришла к вам во время дежурства. Вот с чем это было связано? Из каких-то наблюдений, опыта? Я говорю, больше 15 лет работая в этой сфере, я понимаю, что очень много есть вопросов у пациентов, они не знают найти, где ответы на эти все. И первый проект был направлен на то, чтобы помочь максимально тяжелым пациентам. Здесь же проект уже направлен, помимо того, что это, конечно же, первая категория, вот самые тяжелые, но и пациенты с легким, средним дефицитом, которые нуждаются в информационной поддержке в том числе. У них действительно очень много вопросов, и вы не поверите, сколько бывает вопросов в режиме онлайн, когда веду в социальных сетях прямые эфиры, они задают, прям накидывают эти вопросы, у них они рождаются. Также это бывает во время очных консультаций моих выездных. И вот на все это я и отвечаю. И этот проект, и первый, и второй, они были, конечно, рождены на работе. Ввиду того, что есть гельштаты, которые у людей не закрыты, я стараюсь их закрывать. Ну вот говоря как раз-таки про вопрос, что их каждый раз много во время лекций, какие, может быть, наиболее часто задаваемые, наиболее волнующие? Наиболее волнующий вопрос у родственников, как не стать им пациентом. Первый вопрос, который они задают, потому что они понимают, что инсульт наследуется. Но по факту инсульт не наследуется, наследуются факторы риска инсульта, которые могут и вызвать. То есть если у вашего близкого, допустим, сахарный диабет, то вы тоже в группе риска развития сахарного диабета у вас, и вам нужно обратить внимание на этот момент. То есть что-то поменять в своем образе жизни, как-то дообследоваться, узнать, есть он или нет. Если есть какие-то предпосылки, то их убрать. Также и высокий холестерин, все это входит. Вот именно это пациентов интересует. Также у них очень много вопросов по реабилитации, потому как сейчас в момент пандемии посещение пациентов в остром периоде в стационар у нас запрещено. И если раньше мы это проводили в режиме офлайн, то есть родственники находились рядышком, мы могли обучить их прямо возле пациента, то сейчас мы это все делаем в режиме исключительно только по телефону можем поговорить и все. И мои выездные эти посещения родственников тяжелыми видами инсультов у больных, обучение их на дому дает им максимально много полезного для того, чтобы правильно ухаживать за пациентом, так как если будет плохой уход, то риски развития осложнений очень высокие. И с пациентами мы стараемся и с родственниками проводить работу, стараюсь, чтобы минимизировать эти осложнения. Рассказываю вплоть до того, какие должны быть освещения в помещении. С каждым годом в группе риска людей, которые переносят инсульт, их возраст, он становится все меньше. И это не может не пугать. По данным только за прошлый год 2500 человек, это в республике у нас, страдают от инсульта, и только в городе Якутске 1350 человек, которые его перенесли. С чем это связано? Здесь нужно смотреть на наш образ жизни. Очень ранние подъемы, очень активный образ жизни и с точки зрения активности на работе, но при этом нет физической активности полезной для себя, то есть мало людей посещает спортзал. Много людей подвержены вредным привычкам. Они из того называются вредными, что они не дают ничего полезного, к сожалению. Да? Очень много пациентов, когда начинаешь с ними общаться, пьют жидкости, правильные жидкости, то есть воды. То есть много у меня пациентов говорят, что мы пьем много кофе, чая, но это уже не жидкость, это вкусная водичка, но она уже не несет никакой полезности. И из этого всего складывается, что
человек на себя не обращает внимания. И это самый работоспособный возраст. То есть он может там до ночи где-то заниматься работой или гулять, утром 2-3 часа поспать, идти на работу. То есть организм не восстановился, при этом он его опять-таки нагружает. И вот именно работоспособный возраст от 30 лет до 45 это максимально такой вот активный возраст, который выпадает из социальной вот прослойки. Он становится или инвалидом, так как это одно из самых инвалидизирующих заболеваний, или он становится человеком, который уже может ходить, может передвигаться, но не может выполнять свой функционал на работе, то есть он теряет свою профессию. Если он был, допустим, какой-то инженер, у него была какая-то мелкая моторика обеими руками, даже если он может ходить, одна рука выпадает, он уже не может выполнять свой функционал. Он или переходит на другую работу, или уходит из профессии совсем. А причина всему это то, что человек изначально немного на себя, не обращал внимания вовремя. Но болезнь лучше предупредить, чем потом исправлять последствия. Вот как не войти в эту группу риска, какие уже тревожные звоночки следует отмечать в организме человека? Вот наш проект, он и направлен проведение школы инсульта на то, чтобы предупредить, чтобы человека обратить внимание на то, что нужно с собой сделать. Хочу еще сказать, что наш проект «Жизнь после инсульта. Помощь адаптации», версия 2.0, он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов президента Российской Федерации. Это очень важно, потому как эти все наши, его поддержка фонда направлена на реализацию гражданских инициатив и поддержку нашего гражданского общества. А наши вредные привычки, над ними надо работать, конечно, их надо постараться искоренять. То есть, если человек курил, надо бросать, и бросать не сменой сигарет на какие-то стикеры, еще на какие-то наклейки, а прям убирать это полностью. Если у человека есть склонность к употреблению алкоголя, тоже надо от этого стараться. Про наркотические, конечно, не говорю, они по умолчанию даже законом запрещены. Вот человеку нужно донести, что это не несет за собой ничего хорошего. Нарушение диеты, оно тоже может привести пациента в конечном итоге к койке больничной, потому как если человек любит очень жирный, то рано или поздно у него будут забитые сосуды. И очень часто приходят пациенты с УЗИ сосудов, и они уже в возрасте 35 лет, они бывают уже забитые достаточно. Артем, спасибо большое. И желаем успехов, конечно, в этом благородном действительно деле, потому что важный вопрос, важная такая проблема, про которую людям нужно знать, как с этим можно, в принципе, жить, особенно родственникам тех, кто инсульт перенес. Спасибо. А прямо сейчас мы передаем слово, прервемся на короткую паузу, после которой мы вернемся и продолжим наш эфир. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Более 4000 сотрудников Фалроса работают вахтовым методом. На Накынской промышленной площадке трудится около 3000 работников почти всех профессий. На промышленной площадке месторождения Верхнемунское работает около 900 вахтовиков. Ежегодно для сотрудников улучшают условия работы и проживания в вахтовых поселках, строят новые общежития, спортивные залы. Работать в Фалроса приезжают люди со всей Якутии и России, а также из стран ближнего зарубежья. Работникам оплачивают проезд от базовых городов до места выполнения работ. Выпускники вузов и СУЗов могут подать в свои учебные заведения заявление на оформление после дипломных каникул. Особенно актуально это для студентов, которые относятся к социально незащищенным категориям. Длительность таких каникул зависит от срока освоения конкретной образовательной программы. В случае получения высшего образования очное обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры пока преимущественно длится 4, 6 и 2 года. Поэтому у выпускников остается еще около 2 летних месяцев после итоговой аттестации. На это время за студентом сохраняют все положенные ему льготы и права. Среди них получение стипендий, в том числе повышенной, проживание в общежитии и льготный проезд в общественном транспорте, а также отсрочка от армии. Штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотиносодержащей продукции, кальянов и того подобного для граждан увеличится до 5000 рублей. Родителей или законных представителей за то же правонарушение оштрафуют на сумму до 7000 рублей. Также ужесточено наказание за продажу детям такой продукции и соответствующих устройств. Штраф составит до 600 тысяч рублей. Ранее вступил в силу закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина и расходников к ним.
Компаниям, которые занимаются поставкой продуктов для школ, рекомендовали учитывать при составлении меню социально-демографические, национальные, конфессиональные и местные особенности питания населения. Такое постановление правительства вступило в силу 1 мая. В частности, в договор предлагается включать пункты о сроках и объемах поставок продуктов и об обязанности соблюдать санитарные и эпидемиологические требования и требования различных техрегламентов. Отдельно в контракте требуется указывать недопустимость исключения горячего питания из меню, в том числе при замене школьного завтрака или обеда на иную пищевую продукцию. С приготовленной пищи необходимо каждый день снимать пробы. Креатив якутян оценили в Москве. В столице открылась выставка «Косплей в далекой-далекой галактике». Она посвящена героям знаменитой кинофраншизы «Звездные войны». Все экспонаты были сделаны ребятами из Якутии. Их специально пригласили организаторы выставки. Посетители окунаются в волшебный мир «Звездных войн» с джедаями, разумными роботами и монстрами. Все это работа якутских ребят. Команда Аяла Федорова больше полугода трудилась над экспозицией. В Якутске он собрал команду из 25 человек и привез в Москву. Выставка будет работать до конца года, и любой желающий может посмотреть на работу якутских мастеров в 21-м павильоне ВДНХ. У меня есть основная команда, вот они точно все приехали. И набирал дополнительную команду для сложных скульптурных художественных работ. Потому что такой масштаб с такой маленькой моей командой, это было невозможно. Поэтому мы начали искать знакомых, кто учился в художественном. Начали проверять. Я проверял у себя в мастерской в Якутске. Мы долго искали художника, и наша задача была найти фаната. Фаната у нас найти получилось. Собственно говоря, выбор был очевиден. Работа была долгая. Она началась больше года назад. И тот результат, который у нас есть, он не может не радовать. Восторгает все. Начиная от элементов брони, заканчивая крупномасштабными экспозициями и большими экспонатами. Короткая рабочая неделя ждет россиян. Она продлится со 2 по 5 мая. Отметим, что в этом году привычных длинных майских каникул не предусмотрено. В этом месяце всего 11 нерабочих дней, 3 из них праздничные. Далее, в связи с празднованием Дня Победы, ожидают 4-дневные выходные с 6 по 9 мая. В следующий раз длинные выходные будут в июне, так как 12 июня празднуется День России. Май для разных знаков зодиака будет месяцем неоднозначным. Пока одни стараются выбраться из проблем, перед другими раскрываются чистые горизонты без единого препятствия. Кому в мае однозначно повезет, а кому лучше всего укрыться от внешнего мира на необитаемом острове, расскажет нам еженедельный гороскоп. Начало мая для овнов будет благоприятным для зарабатывания денег. Возможно, кто-то даже предложит им прибыльный проект. Не исключено, что для его реализации придется делать много монотонной и однообразной работы. Для тельцов май тоже будет благоприятным в финансовом плане месяцем. На работе они могут добиться повышения и рассчитывать на денежную прибавку. Успех ждет не только на рабочем фронте, но и делах любовных. Начало мая у близнецов будет непростым. По возможности близнецам лучше взять всего паузу и уединиться. Отключить средства связи, заняться духовными практиками. Словом, подумать о себе в первую половину месяца. В начале месяца раки будут чувствовать, что способны свернуть горы, но не увлекайтесь и берегите свои силы. В последний третий месяца они могут закончиться, и вы почувствуете ту еще усталость. Львы. Как только у вас появится возможность проявить себя на работе и громко заявить о себе руководству, не теряйте времени даром и делайте это. В результате вы можете получить повышение и приличную прибавку. Финансовые перспективы у львов в мае прекрасные. Главная неприятность, которая будет сопровождать дев на протяжении всего мая, это рутина. Из-за нее вам будет сложно заставить себя работать. Но если пересилите себя, эти редкие моменты окажутся чрезвычайно плодотворными. Для весов май – месяц, мягко говоря, непростой, некомфортный. Так что все рискованные, непродуманные дела точно ни к чему хорошему не приведут. Некоторым из проблем придется выпутываться на протяжении всего месяца. С другой стороны, у весов возможны приятные финансовые изменения и перемены в отношениях. Скорпионам в мае захочется глобальных перемен, и они не заставят себя ждать. Да такие, что вернуть потом все на свои места уже вряд ли получится. Хотите перестать общаться с кем-то из прежнего круга? В мае это у вас точно получится. Вы избавитесь от ошибок прошлого и буквально начнете новую жизнь.
Стрельцам в мае стоит быть расторопнее. Чем быстрее они будут принимать решения, тем выше будет награда. При этом главное – не слишком себя нагружать и больше думать о здоровье. Не исключены обострения хронических заболеваний. Май для козерогов – благоприятный месяц во всех отношениях. Вы контролируете ситуацию, принимаете правильные решения. Работа радует, а романтические отношения приносят только радость. В первой половине мая водолеи погрязнут в семейных и домашних делах. Водолеям захочется сменить обстановку, вплоть до того, что продать недвижимость или даже переехать. Если вам будет казаться, что реакция должна быть именно такой, действуйте и никого не слушайте. Все проблемы у водолеев в мае будут от промедления. Рыб в мае тоже ждут сделки с недвижимостью. Кто-то сдаст свою квартиру, а кто-то снимет жилье. Если же подобные сделки в ваши планы не входят, можете посвятить месяц ремонту, обновлению мебели, генеральной уборке. Также май для рыб – отличный месяц для учебы, общения и новых знакомств. Ну а спустя пару лет в городском парке Мирного заработает единственная в городе карусель. Мэрия приобрела аттракцион в 2018 году. О том, когда карусель снова запустят и кто сможет на ней покататься, узнавали наши коллеги. Крылатые качели летят-летят. Песню из «Приключений электроника» можно петь в Мирнинском парке. 1 мая там заработает единственная в городе карусель. Об аттракционах мечтают горожане разного возраста. Небольшие горки, еще что-нибудь там, не знаю. Ну, не такие слишком экстремальные, но в возрасте, чтобы вот 9 лет, 10, ну, до 11, до 12 лет. Может, это покажется слишком большим желанием, что у нас здесь было огромное колесо, как называется? Колесо обозрения. Да. Хотя бы не на большую высоту, чтобы можно было кататься. Чертовое колесо. Это в первую очередь. Ну, красиво было, чтобы сверху смотреть на город. Наверное, американские горки. Детям еще веселее. Веселье мирнинским детям подарит карусель «Твист». Городская администрация приобрела ее в 2018 году. Однако аттракцион функционировал лишь 1 лето. Началась пандемия, только по этим причинам мы ее не запускали. Вообще же ограничили вообще в массовые мероприятия. В марте 2023 года мэрия провела конкурс на обслуживание карусели. Нашли нового подрядчика. Теперь он готовит аттракцион к предстоящему сезону. Должно соответствовать техническим регламентам аттракциона, который действует по России. Да. И я обучался, там ездил, проходил обучение, потом расконсервировал, пригласил стороннюю организацию. Я прогрел, там она была заморожена вся. Запустили, проверили, все соответствует. С 1 мая по конец сентября на карусели смогут кататься дети от 7 лет и взрослые. Есть ограничение по весу – 90 килограммов. Время одного сеанса – 3 минуты. Карусель в городском парке будет работать со среды по воскресенье с 12 до 8 вечера. Желающих мирнинцев здесь покатают абсолютно бесплатно. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, медиакомпания «Алмазный край». Житель Башкирии создает предметы интерьера из металлолома. Лодки и мотоциклы, рыбы и быки, причудливые киногерои разных размеров. Все это и многое другое житель города Туймазы Наиль Хазиев создает из металлолома. Необычное хобби появилось у него с возрастом. Стало больше свободного времени, и Наиль захотел смастерить что-нибудь своими руками. Мужчина пробовал использовать в работах резину и дерево, но в итоге пришел к металлу. Получив металл для своего творчества, Наиль включает фантазию и начинает работу с инструментами. Так старые детали обретают новую жизнь в причудливых металлических фигурах. Использую я в основном металлолом автомобильный. Это ребята, которые занимаются авторемонтом. Вот. Они совершенно как бы бесплатно мне все это отдают. Ну, приятно очень. Вот когда я что-либо заканчиваю, вот этот процесс, вот прям вот такое удовлетворение получаешь от этого, что вот ты все-таки смог из этого вот, из этой кучи металлолома сделать шедевр. У меня есть фигуры в 5 странах мира, например. В Китае есть. Я их сам увозил, и когда вот границы открыты были в Китае, в Арабских Эмиратах, в Италии, в Испании и во Франции. И в 5 странах мира есть мои фигуры. Мечта у меня такова, что я хочу создать большую коллекцию и с этой коллекцией выставляться там, скажем, по городам России.
Мастер добавил, что порой детали фигуры придумываются в процессе работы, а изначальная задумка и вовсе меняется. Несмотря на это, некоторые статуэтки получаются идеально. О чем вы мечтаете с утра? Проснуться от ласковых лучей солнца, неспешно заварить себе чашечку кофе и насладиться вкусным пирожным буше. Кстати, один из самых популярных десертов в мире, буше, имеет свою интересную историю появления на свет. Его секрет и притягательность заключается не только в великолепном и необычном вкусе. Доброе утро, дорогие телезрители! Как мы с вами уже убедились, названия кондитерских сладостей могут быть многозначными словами, а могут иметь омонимы. Слово «буше» является многозначным. Согласно кондитерскому словарю, и такой есть словарь, буше – это весь персонал придворной кухни высшего ранга, от главного повара до поваренка. А еще буше – это пирожное из особого бисквита. Этот бисквит делается из смеси пшеничной муки и картофельной. По форме буше напоминают булочку, и между слоями этой булочки кладут или мармелад, или желе. Сверху покрыта булочка глазурью. Надо сказать, что, опять-таки, согласно кулинарным сайтам, буше представляет собой лакомство для тех любителей сладкого, кто любит в меру сладкие десерты. А вот о том, как в русском языке появилось слово «буше», мы сегодня с вами как раз и поговорим. Опять-таки, если мы вернемся с вами к кулинарным сайтам, то там в них прочтем, что слово «буше» – это лакомство, появление которого связывают с французской революцией. То есть это слово появилось более 300 лет тому назад. Слово «буше» появилось тогда, когда французским кондитерам приходилось готовить буквально в полевых условиях, в маленьких помещениях, на небольших печурках. И дословно буше обозначает на зубок, на один кусочек. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Ну и доброе утро, и, конечно же, кто пьет кофе, чай, и приятного чаепития с таким десертом и с такой хорошей программой. Почему бы не начать свой день? Мне кажется, он пройдет замечательно. Да, ну и тем более начало рабочей недели, и если вы заядлый любитель книг и вот закончили недавно что-то читать и думаете, к чему... На длительных выходных. Да, на длительных выходных, которые нас тоже ожидают. Вот можем книжку посоветовать, причем простым она языком, о простом рассказывает. На нашей книжной полке очередная интересная книга Джона Стрелеки «Кафе на краю земли». Удивительная, вдохновляющая история о том, как избавиться от мимолетной суеты, отбросить страхи и сомнения и открыться для счастливых перемен. Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам про книгу «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки. Эта книга притча, она рассказывает о духовном мире главного героя, как он отправился в путешествие и обрел себя. В целом могу сказать, что повесть, притча написана в художественной манере, но это и книга по саморазвитию в то же время. Каждый может найти в ней себя и ответить на 3 главные вопроса, которые здесь написаны сзади меню в этом кафе. То есть кафе существует, это не нечто метафизическое, да? Это место, где главный герой задает себе эти 3 главные вопроса. И я думаю, что данное произведение можно читать в любом возрасте, перечитывать так же, как и притчи вроде «Маленького принца» или «Чайки по имени Джонатан Ливингстон». Я эту книгу сам читаю сейчас 2-й раз. Первый раз, когда я ее читал, я был помоложе. И ответить на эти 3 вопроса: почему вы здесь, боитесь ли вы смерти и удовлетворены ли вы своей жизнью, я думаю, можно по-разному. Каждый ответит на эти вопросы. Джон Стрелеки
Это self-made мастер, то есть и коуч по бизнесу, и писатель. Поэтому в своих произведениях он сочетает сильные стороны разных этих состояний в литературе. Книгу я советую, наверное, людям старше 20, когда они уже более или менее начали познавать себя, и благодаря этой книге они смогут ответить на какие-то важные вопросы. «Кафе на краю земли», Джон Стрелеки, я рекомендую. «Я тружусь». Под таким названием в Алданском районе прошел конкурс среди самых маленьких воспитанников детских садов. Трехлетние крохи наводили порядок, накрывали столы, строили башни, да еще и учили работать взрослых. Благодаря юным труженикам многие освоили и наши коллеги. Самые маленькие воспитанники детских садов попали в сказку, но здесь их ожидали не только удивительные приключения. Малышам пришлось и самим поработать, и научить трудиться избалованную принцессу. Среди дошкольных учреждений района прошел конкурс под названием «Я тружусь». Замечательно. Замечательно, добрый такой, хороший конкурс. Надеюсь, что действительно он будет уже традиционным, потому что для малышей как таковых-то конкурсов и не было у нас до этого времени. Трудовыми умениями померились 11 команд, в каждой из которых объединились воспитанник и наставник. Построить башню, накрыть стол, навести порядок – дел было не впроворот, но гости сказки справились на славу. Между тем, показать умения в конкурсе предстояло не только малышам, но и воспитателям. Задания для них оказались вовсе не шуточными. Мероприятие прошло на высочайшем уровне. Очень радостно, что коллеги из детского сада «Ромашка» охватили всех и деток, да, и еще и воспитателей. Еще и тесты для воспитателей придумали. Поэтому они охватили все сферы деятельности, и оно прошло просто на ура. Теперь я думаю, что такие мероприятия мы будем продолжать. Прошедший впервые в Алданском районе конкурс для самых маленьких воспитанников детских садов был приурочен к объявленному в республике Году труда. Маленькие работники встретились в детском саду «Ромашка», и практически все организационные заботы легли на плечи хозяев. Готовились очень серьезно, старательно. Спасибо очень большое моим воспитателям, педагогам, которые смогли все это организовать. Мы все вместе смогли провести этот чудесный праздник именно для детей младшего дошкольного возраста. Не секрет, что работать никогда не рано. Понимая, что взрослые нуждаются в их помощи, малыши с удовольствием выполняют посильные задачи. Именно в раннем возрасте формируется любовь к труду и стремление выполнять обязанности добросовестно. Учимся накрывать на столы, учимся свой сад-огород у нас есть тоже. Ну, потихоньку приучаем детей к труду и рассказываем про профессии. Труд, он должен быть всегда. С самого детства ребенок должен трудиться. Сам себя обслужить, сам себе помочь папе, маме где-то что-то прибрать. Благодаря малышам принцесса полюбила трудиться и забыла лениться. А старание, умение и ловкость дошколят составом жюри были оценены по достоинству. Подарки получили все участники. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Новый подвид редчайшей арктической бабочки обнаружили в Якутии. Сибирские ученые обнаружили в Момском районе популяцию редчайших арктических бабочек аполлонов. При детальном изучении внешнего вида и ДНК стало ясно, что это новый подвид. Что означает для всего научного мира эта находка и какие еще тайны хранит Арктика? В материале Ирины Григорьевой. Госинспектор Иннокентий Федоров бережно показывает свою коллекцию. За стеклом редкие бабочки разных форм и расцветок. Иннокентий Иннокентьевич вот уже несколько лет занимается изучением бабочек Момского улуса. 3 года назад инспектор сделал научное открытие. Выявил 2 новых подвида бабочек – парусник Арбугаева и подвид парусника Феба. Находку момского госинспектора изучили сибирские ученые. Провели детальный морфологический ДНК-анализ и подтвердили – это новый подвид аполлонов арктических. Они больше в размерах, а размах крыльев достигает от 43 до 46 миллиметров. Я знаю, что вашим именем еще названа еще одна бабочка, да? Вот скажите тоже про нее. Вот это Феб, вот это вид сверху, и вот это вид тоже сверху. Это самка, а это самец. И я в прошлом году я нашел вот несколько штук, 5 штук. Точно, очень похожих на этих, но совсем другой расцветки Феба. Это самый редкий вид заполярных бабочек из семейства парусников. Он занесен в Красную книгу России и еще 6 стран. Как они появились в Момском районе – загадка.
Коллекционирование редких бабочек – это лишь малая часть увлечений госинспектора Иннокентия Федорова. Новые подвиды птиц, животные и даже растения – ничто не ускользает от зоркого взгляда опытного госинспектора. В Момском районе проходят 3 природные зоны – горная тундра, тайга и каменистая пустыня. Поэтому, начиная с климата, флоры и фауны, все здесь уникально и требует особого изучения. Даже погода здесь непостоянна. В Момском районе 3 климатические зоны, поэтому погода здесь меняется кардинально очень быстро. Например, в течение одного дня можно наблюдать 3 сезона года. Рано утром будет осень, вот такая, как сейчас, такая промозглая погода, уже без теплых вещей уже холодно. Днем станет очень жарко, можно даже снять теплую одежду, а вечером уже будет зима. Может выпасть снег и будет минусовая температура. Природа и животный мир Арктики уникальны. Здесь обитают более 20 тысяч видов растений, животных, грибов и микроорганизмов. А некоторые животные и растения встречаются только в Арктике. Например, птица – обыкновенный поползень. Небольшую подвижную птицу длиной 12-14 сантиметров с яркой окраской, а именно его гнездо пытается найти в это время года госинспектор. Сухое дерево, там дупло, и она в дупле глядится. И вот надо заметить, как она таскает мох туда. А если я этого не увидел, то, считай, весь труд пропал даром. А это всегда непросто, ведь места здесь почти непроходимые. Госинспектор наблюдает за живой природой, регистрирует редкие растения и фиксирует встречи с животными. И летом, и зимой в руках Иннокентия старенькая фотокамера. Успеть поймать кадр и запечатлеть момент – главная задача для опытного инспектора. Красивые стерхи, лоси, даже хозяин тайги – бесценные кадры из личного архива Иннокентия. Госинспектор признается, наблюдать за животными – это очень увлекательно. Ведь вольные птицы и звери – все это дарит абсолютно другие впечатления. Особенно интересно наблюдать за растениями и дикоросами. В Момском улусе даже после первого снега жители продолжают собирать ягоды. Здесь собирают голубику и шиповник, несмотря на то, что в районе уже давно лежит снег. По утверждениям ягодников, голубика под снегом имеет неповторимый вкус, не теряет витаминов и полезных качеств. В горах, там в горах еще крупнее бывает. Да, и очень много его бывает. И она созревает в горах очень быстро, прямо за несколько дней. Работа в природном парке Момский, несмотря на трудности, дарит возможность быть наедине с природой, проводить свои научные исследования. Ведь на должность инспектора идут не за деньгами, а из любви к природе. Ирина Григорьева, Виктор Дячковский, Момский район. Недавно в сети появилось видео, где над якутским селом Тюнгелю Мегино-Кангаласского района пролетала большая стая стерхов. На места гнездования в Якутии краснокнижные птицы прилетают из Китая, где проводят зиму. Чтобы обзавестись потомством на северо-востоке республики, стерхи преодолевают тысячи километров. Однако, как оказалось, эта информация не соответствует действительности. Более подробнее о миграции птиц и о работе орнитологов мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Мария Владимирцева, научный сотрудник Национального парка Каталык, научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны. Доброе утро. Доброе утро. Мария, вот в продолжении информации, которую только что мы сказали, была замечена в селе Тюнгелю, да, стая стерхов. У нас в Якутии вообще, в принципе, разные виды этих птиц обитают, то есть и журавли, и канадский журавль, серый и так далее и тому подобное. Какой именно вид был на видео сейчас запечатлен? Подскажете нам? На видео пролетали серые журавли. Почему люди подумали, что это стерхи? Потому что нам всем известно, что стерх, другое его название – это белый журавль. Он, как говорит его название, белого цвета. И на этом видео журавли выглядели белыми. А вот здесь вот сейчас вот как раз на видео мы наблюдаем стаю стерхов. Вот это действительно стерхи. Это стерхи. Мы слышим голоса стерхов. Да. То есть их различить можно именно можно по их окрасу различить надежно по голосу. То есть у стерха
такой двусложный крик, ну, бывают и другие вариации, но в основном, когда большая стая стерхов летит, ну, значительная такая стая, да, ну, скажем, больше 15 птиц, то они обязательно крикнут. То есть их голос похож на прекрасные высокие звуки флейты. Причем у самки более высокий голос, а у самца более низкий. И получается такой перекат. Такой та-та-та-та. Вот такой вот флейтовый, протяжные, печальные такие звуки, очень такие завораживающие. А вот у серого журавля мы услышим знаменитая, которая в фильмах часто показывают, вот в фильмах о войне, мы можем слышать такое курлыканье журавлей. Оно тоже очень красиво, очень хорошо, прекрасно воспринимается на слух. Над селом Тюнгюлю пролетала стая серых журавлей. Вообще у нас в Якутии отмечается 5 видов журавлей. Среди них, во-первых, белый журавль, всеми нами любимый, и самый редкий из всех них это, значит, белый журавль-стерх. Он вообще третий в мире по редкости. Если вот взять 15 видов журавлей мира, то стерх третий в мире по редкости. Кроме того, вот он гнездится у нас в тундровой зоне, белый журавль-стерх, и у него есть сосед, там, канадский журавль, который начал расширять свой ареал гнездования в западном направлении. Вначале мы его в большом количестве наблюдали на Чукотке, затем мы его наблюдали также в дельте Колымы, в низовьях реки Колыма, затем в конце прошлого столетия он стал активно, значит, у нас отмечаться в низовьях Индигирки, и сейчас он дальше продолжает свое движение и в южном направлении. И, в общем, это такой интересный вид. Но несмотря на то, что стерх занесен в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации, все равно этот подвид, он исчезает. Вот вид. С чем это связано? Почему у нас стерх считается исчезающим видом? Еще в начале 2000-х лет, 2000-х годов, вернее, мы могли говорить о 3 популяциях стерха, которые гнездятся все на территории России. Вообще стерх – это гнездовой, так сказать, эндемик России. Вот, значит, это была восточно-сибирская популяция, ну, она продолжает свое существование довольно успешно, относительно успешно на фоне других. Значит, это наша популяция, это те стерхи, которые зимуют в Китае и гнездятся в нашей тундре, на обширной территории субарктических тундр между реками Яна и Колыма. Вот она сейчас показывает некоторый потенциал к росту. Наши китайские коллеги насчитывают на территории зимовки, где они все концентрируются вот как раз на зимовке. Там есть такое озеро Паян, там их, ну и вообще, собственно, долина реки Янзы. Там их гораздо проще посчитать, чем у нас вот на обширной этой территории. Они насчитывают сейчас 5500 особей этой популяции, и это произошел рост. Вот, например, в 2012 году насчитывали немногим более 4000. В 90-е годы там порядка 1000-1500, вот так вот было, значит, да, то есть произошел рост. Некоторые, вот западносибирская популяция на естественной территории зимовки, сохранившейся, да, где наблюдали ранее большое количество этих птиц, сейчас там зимует всего лишь один самец. Вы можете себе представить? Только один самец. То есть происходит, значит, там программа восстановления этой популяции. Стерхов, которых
выращивают в неволе молодых птиц, их выпускают на территории гнездования. Это низовья Аби, западносибирская популяция. Их выпускают, но они как-то вот рассеиваются. Ну, то есть не наблюдаем значительного мы успеха пока в этой программе. Но она, конечно, продолжается, усилия применяются. Мы будем надеяться на восстановление. В этом году подпустили ему самку, выращенную в неволе. Они вот полетели вместе, она пролетела 140 километров, остановилась, не смогла лететь дальше, а он улетел в тундру, значит. Ну, ее... Ну вот говоря как раз про сохранение вида, как раз-таки у нас в республике в 2019 году в Алайховском районе создали национальный парк. Да, национальный парк Каталык, да. Уникальное место, опять же, уникальная стерха, что он почему-то потомство дает именно в Алайховском Улусе, там созданы, видимо, все благоприятные условия. О работе парка расскажите, пожалуйста. Ну, вообще, стерх гнездится, конечно, не только в Алайховском районе, да, Улусе, а во всех, если мы возьмем административную, так сказать, часть гнездования стерха, то мы должны включить все районы, которые находятся между реками, между низовьями рек Яна и Колыма. То есть там и Устьянские, и Нижнеколымские, и Алайховские. Также даже в зоне северной тайги, вот Жиганский район и Среднеколымский район, там тоже часть популяции стерха, она продолжает гнездиться. Это вот остатки былого исторического ареала, который некогда был вообще обширным, и вот так вот сплошным, значит, образом доходил до низовья Аби. Ну вот потом произошло сокращение ареала в результате изменения экосистем, связанных с высыханием увлажненных мест вообще. А почему национальный парк создан именно в Алайховском у нас районе? Дело в том, что еще в конце прошлого века наши ученые, Лабутин Юрий Васильевич, Дегтярев Андрей Григорьевич, вот они выявили 3 очага повышенной плотности гнездования стерха. И 2 из очагов, такие крупные, значит, ну, самый крупный, это индигирский очаг повышенной плотности гнездования, где это вообще оптимум гнездования, для гнездования стерха. То есть там действительно вот стерх, он считается, вот так сказать, наиболее акватичным видом среди всех 15 видов журавлей. То есть он наиболее привязан к таким обводненным низким участкам, которых в наших субарктических тундрах, вот как раз в низовьях Индигирки, их предостаточно. Такие вот, там находятся огромные, большие озера, иногда вот от одного берега до другого бывает 5 километров, 10, 15 километров. Вот настолько огромные там бывают озера. И между этими озерами расположены такие низкие обводненные тундры. И вот на этих низких обводненных тундрах стерху очень благоприятно выращивать своих птенцов. Чувствует себя комфортно там. Он чувствует себя комфортно, и его дети, они могут получить хороший корм, протеиновый. Это вот 9-иглая колюшка, например, рыбка такая маленькая есть там. Но кроме работы ученых и орнитологов, она не была бы возможна без помощи жителей. Как вот они могут помочь? Вот, допустим, те же самые размещения в социальных сетях подобных видео. Как-то помогают в вашей работе? Вообще, вот я, кстати, не договорила насчет видео, да? Почему, как можно отличить стерха от серого журавля? У серого журавля, значит, если вот мы внимательно посмотрим на это видео, да, то мы увидим, что там все-таки проходит по нижнему краю такая вот темная полоса по нижнему краю крыла. Те, которые вот, которых наблюдали в Тунгулю. Как на картинках, которые мы часто Да, видим. а вот у стерха у него только концы крыльев черные, только концы. То есть никакой полосы по нижнему краю крыла мы не наблюдаем.
Вот. И каждый житель, мы очень просим, из-за того, что вот можно вот так вот легко ошибиться, да, поэтому мы очень просим всех, кто встретит летящие стаи журавлей, стерхов, серых журавлей, пожалуйста, делайте видео, делайте фотографии и, пожалуйста, присылайте в Национальный парк Кыталык. Адрес Национального парка Кыталык можно узнать на его сайте. То есть вы набираете в интернете Национальный парк Кыталык, заходите сразу на официальный сайт, и там вы видите контакты, и вы можете прислать туда, значит, соответственно, ваше видео, данные о том, где, когда вы зарегистрировали эту стаю, когда вы увидели, значит, число птиц. И, в общем, все подробности, за все это мы будем вам очень благодарны. И также в Национальном парке предусмотрены даже призы для волонтеров. Да. Отлично. Мария, спасибо вам большое за интересную беседу. Опять же, разобрались, кто же все-таки прилетел в Тюмгюлю. Желаем вам удачи в вашей работе. Ну а прямо сейчас передам слово нашим коллегам, которые расскажут о последних новостях. Спасибо. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Согласно данным авиалесоохраны, в 52 регионах России уже установлен особый противопожарный режим. Во время его действия вводится запрет на посещение лесов для большинства граждан. Посещение леса во время запрета, неосторожное обращение с огнем, сжигание мусора или поджог сухой травы может привести к штрафу от 15 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц от 100 до 400 тысяч рублей, для должностных от 30 до 50 тысяч рублей. Кстати, жарить шашлыки в лесу нельзя, даже если в регионе не действует противопожарный режим. С 1 марта этого года мангал можно ставить лишь на специально подготовленных для этого участках. Это относится и к лесу, и к городу. Но для дачников правила смягчились. Шашлык можно пожарить в 5 метрах от любых построек, но в 2 метрах около мангала должны быть средства пожаротушения. Волонтеры добровольческого отряда «Ботур» увезли якутским бойцам в зону специальной военной операции гуманитарную помощь. Буквально на днях они вернулись из Луганской Народной Республики, куда доставили более 200 килограмм груза. Большая часть – это адресные посылки от родных. Также десятки предпринимателей из Якутии помогли землякам амуницией, канцелярией, медикаментами и планшетами. Отметим, что такую помощь волонтеры оказывают регулярно. Мы встретили комбата нашего, ботуровцев, и передали ему все по назначению. А он уже отдал дальше ребятам все это. Ну, то есть мы там встречались и общались, разговаривали, выяснили, передавали, конечно, приветы, поздравили с Днем Республики. Мы как раз на это время были там, и ребята очень рады, потому что приехали не с официальным визитом люди, а приехали вот просто люди доброй воли. В связи с майскими праздниками отделение Почты России изменит график работы. Со 2 по 7 мая отделения почты по всей стране будут работать в обычном режиме. 8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, за исключением отделений с круглосуточным режимом работы. 9 мая – выходной день для всех почтовых отделений. В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями социального фонда страны с учетом особенностей конкретных регионов. Новые правила приема на целевое обучение вступят в силу с 1 мая будущего года. С этого времени в России появится единая база заказчиков целевого обучения. Сам список потенциальных работодателей расширят. Также целевиков смогут готовить для проектов Финоцентра, Сколково и Технополиса «Эра», Международного медицинского кластера и инновационных научно-технологических центров. При этом абитуриент сможет подписать только один договор с одним заказчиком и для одного вуза. По правилам, которые действуют сейчас, выпускник должен отработать на заказчика не менее 3 лет. При этом максимальный срок отработки не установлен. Новые правила ограничивают максимальную отработку 5 годами. В
В Якутске стартовала запись детей в летние оздоровительные лагеря. В городе этим летом будут функционировать 49 муниципальных лагерей. Записать ребенка можно через единый портал госуслуг. Также заявление можно подать лично в образовательные учреждения. На отдых направляются дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно, которые проживают или учатся в столице республики. Для получения направления родителям или законным представителям необходимо предоставить заявление, копию документа, удостоверяющего личность заявителя, копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка, договор на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, справку о состоянии здоровья ребенка, страховку от несчастных случаев и согласие на обработку персональных данных. С 15 мая этого года начнется эксперимент по маркировке некоторых безалкогольных напитков, соков, морсов, компотов, включая минеральные и газированные воды с содержанием сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Планируется, что эксперимент продлится по 1 февраля 2024 года. Участие в эксперименте добровольное. Кроме того, в ходе маркировки планируется определить параметры производства и оборота продукции, передаваемых в информационную систему участниками оборота безалкогольных напитков. К этому часу это все новости. Хорошего дня! На этом наш эфир подошел к концу. Всем плодотворного дня, отличной недели и хорошего позитивного настроения. Завтра снова увидимся здесь же, в это же время, поэтому каждое утро встречайте вместе с «Утро Якутии». До встречи!